А в это самое время в Ингушетии, в обычной общеобразовательной школе, на самом обычном уроке памяти детям не просто рассказывают о геноциде ингушей в Северной Осетии, но и цитируют замечательный абсолютно стишок маленького мальчика по фамилии Хадзиев. Внимательно слушайте, это стоит того. «Убили деда моего, и друга расстреляли, об стену били малышей, и женщин убивали, изгнали нас с родной земли, изгнали нас с поселка». С поселка почему-то, а не из, ну да ладно. «Жестокость, подлость осетин Россия поддержала». Я не издеваюсь, это честно стишок, который входит в план урока в ингушской школе. Рифма, конечно, хромает, но там вообще весь этот план совершенно атомный, кстати, и максимально осетино-ненавистнический. Еще раз, это не какая-нибудь там агитка лесных бородачей, подпольщиков и прочих джамаатчиков. Нет, вообще нет. Это происходит при активной государственной поддержке. Вы должны понимать, это мейнстрим. Идем дальше. Обычная ингушская библиотека. 31 октября, ну или 1 ноября любого года. Хоть 20-го, хоть 15-го, хоть 10-го, совершенно неважно. Смотрите, что они рассказывают детям. Это был очередной геноцид, учиненный над ингушами. Осуществленная агрессия является тщательно подготовленной, заранее продуманной акцией. 30 октября начался массированный обстрел сел Куртат и Дачное. Жители Ингуши вынуждены были под покровом ночи выводить из-под обстрела детей, женщин, стариков. Многие были взяты в заложники, подверглись жестоким пыткам. Среди них даже дети. Массовый террор, учиненный российскими и осетинскими вооруженными формированиями над ингушским населением города Владикавказ и пригородного района, не имеет прецедента в мировой практике. Я ни единого слова и ни единой запятой не добавил в эту цитату. Это реальность, это то, чему в Ингушетии из года в год учат детей. Как вы понимаете, то, что случилось с ингушами в 1992 году в Осетии, по их версии, не имеет прецедента в мировой практике. Я даже не буду сейчас начинать, но вы сами все понимаете. Но и на этом время чудесных примеров не закончено. Берем учебник ингушской истории для 7-9 классов общеобразовательной школы, написанный так называемым историком Нурдином Кодзоевым. Я вам сейчас прекрасную цитату просто продемонстрирую. Смотрите. Руководство Северной Осетии с помощью российских войск спланировало и осуществило геноцид и этническую чистку 70-тысячного населения ингушской национальности пригородного района и Владикавказа.